Целый месяц мусульмане, услышав этот азан, приходили в мечеть и молились, несмотря на жажду. Ведь весь Рамазан днем им нельзя было сделать даже глотка воды. Пост на уразу самый строгий. Он завершается завтра, праздником. В мечети Аль-Марджани к нему готовятся по-особенному. Как и все, когда домой ждут каких-то гостей, готовятся. Завтра тоже планируется, что будет очень много народа, поэтому вся территория близлежащей, также и мечеть, подготавливается к проведению этого великого праздника. Ураза Байрам обязательно будем праздновать, это уже у нас, скажем, вошло уже в привычку, поэтому это посетить мечеть. Завтра планируем с утра выйти на намаз, гаит утренний, потом с семьей выйти в лес, устроить пикник с детьми, после блинчиков утренних. Блинчики будете готовить вы? Я постараюсь вложиться в них все свои умения. И какой праздничный стол без сухофруктов? Завтра их можно будет есть бесчисленное количество видов, размеров и вкусов, но наиболее любимые в нашей стране, наверное, изюм, курага и финики. Сегодня их берут килограммами. Берут в основном финики. Финики у нас тоже разные сорта, хорошее качество. Мы специально в Рамазане сделали такие скидки большие, хорошие. После вкусного разговения верующим можно будет вернуться к размеренному режиму питания. Но сначала мусульман ждет первое праздничное богослужение. Во всех мечетях республики готовятся к гает-намазам. То, что Рамазан закончился, это не значит, что нужно прекратить все свои поклонения, а может быть наоборот, нужно их увеличить. Так как Рамадан, он подобен медресе, который нас обучал, мы воспитывали свое эго, свой нафс. По данным мэрии, в мечетях Казани проповеди начнутся в 6:30 утра. Специально для этого автобусы, курсирующие через них, выйдут на маршруты уже в 5. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.